Или я себя не вижу только. Она идет уже? Угу. Есть как-то возможность, чтобы я видела, что я говорю? На том компьютере. Все, поняла. Здравствуйте, дорогие преподаватели и все те, кто нас сегодня слушает. Возможно, сегодня мы разговариваем с участниками этого проекта, с активными, с пассивными участниками. Данный проект осуществляется между 4 университетами. Университетами 4 стран, 4 городов. Это уникальный в своем роде международный проект, так как он предполагает сотрудничество учителей и студентов из 4 стран. У нас участвует на данный момент Норвегия, представленная университетом города Альта, университетом Тромсо, его филиалом в городе Альта, Россия, в данном случае КРИРО, Институт развития образования, Таиланд, университет Таиланда и университет Вьетнама. Проектом руководит Вернер Бигель, профессор Норвежского университета в городе Альта. Идея всего проекта заключается в том, чтобы наладить контакт между учителями и студентами университетов и школ. Для чего это делается? Какие перед собой мы ставим цели? Для того, чтобы учителя могли поделиться своими наработками, методами, подходами в обучении, материалами также какими-то, обсудить камни преткновения, возможно, какие-то проблемные ситуации, посмотреть, как справляются с этими ситуациями в разных странах, вообще, как осуществляется подход к обучению в различных странах. И самое интересное, что хотелось бы видеть в качестве результата этого проекта, это то, что соответствует, собственно, названию самого проекта. Проект называется «Межкультурная коммуникация». В наше время, когда английский служит средством связи между нациями и странами, и обучение ему должно проводиться в контексте осуществления именно коммуникации между людьми своей страны и людьми, проживающими в другой стране. И поэтому наши учащиеся в школах сейчас в полной мере осознают, что они не просто учат тексты из учебника, не просто выполняют упражнения, они это все делают для того, чтобы впоследствии осуществлять это общение, чтобы быть гражданином не страны, а гражданином мира. И это чудесно, но это вызывает некоторые проблемы, так как культуры людей, которые говорят на английском, которые учат английский для общения, совершенно разные. Когда мы сталкиваемся в общении, мы начинаем общаться на английском с представителями этих культур, возникают различные моменты, которые выражаются в недопонимании, в том числе и языковом недопонимании. И поэтому очень интересно посмотреть на столкновение западных и восточных культур, и Россия, которая находится между ними, между Западом и Востоком. Что, собственно, сейчас и происходит. В данный момент у нас запущено несколько проектов, которые позволят нам именно посмотреть на различия в этих культурах и на различия в осуществлении обучения этим культурным моментам с помощью языка.
В данный момент у нас сотрудничает несколько школ и учителей. Так, например, осуществляется проект между Норвегией и Сыктывкарским государственным университетом, которые проводят интервью со студентами об их опыте прохождения педагогической практики в школе, те трудности, с которыми они столкнулись при практике, новшества, которые они узнали. Они делятся опытом, делятся впечатлениями. Предполагается, что они проводят интервью со своими студентами, такими же в другой стране. Также идет и осуществляется, много уже сделано, проект между Таиландским университетом в Ханое и школой номер 3 в Ухте под руководством Жанетты Мальгиной. Они снимают фильм о России под названием Hello from Ухта, Glad to meet you. И, соответственно, вторая сторона в Ханое снимает, не в Таиланде, а в Вьетнаме, извините, снимает фильмы про Вьетнам. A Gift to Our Friends, Bus Number 11, Vietnamese Cuisine and Answering Questions. Тоже проект интервью с учащимися. Также сейчас в работе находится проект сотрудничества с техническим лицеем в Ухте под руководством Маргариты Фроловой и, опять же, с университетом в Ханое. Они снимают интервью между студентами о том, как улучшить свой вокабуляр при обучении иностранному языку, как эффективно обучать лексике. Также они снимают видео про свою жизнь, про стиль жизни, чтобы познакомиться со студентами и с учениками. Следующий проект в сотрудничестве, который на данный момент осуществляется, также с университетом Ханое и школой номер 2 в селе Выльгард под руководством Анисимовой Татьяны. Это проект видео, который снимают учащиеся о своем городе и о школьных занятиях. Со своей стороны студенты в Ханое снимают также видео про то, как у них проходит день, обычный школьный день. Следующий проект в сотрудничестве проходит между университетом в городе Альта. Они ищут партнера до сих пор, но они не нашли партнера, но они запланировали проект, который называется My Way to School. Это будет фильм, предполагается, что это фильм, который показывает, каким образом дети добираются до школы в их стране. Пешком, на велосипеде, на автобусе. Возможно, в других странах это происходит по-другому. Очень интересно на это посмотреть. Еще один проект сотрудничества между Анастасией Пичуговой, сейчас скажу, с какой она школы у нас, с Исцильмы. Анастасия Пичугова с Исцильмы и Норвежским университетом в городе Альта. Они организуют онлайн-обсуждение просмотренных текстов и фильмов. Онлайн-обсуждение, а также обсуждение в режиме форума. Таким образом, из участников с нашей стороны очень многие записались и с нами участвуют пассивно пока. На данный момент у нас 25 студентов Сыктывкарского государственного университета принимают участие в программе и 32 преподавателя школ города Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Айкина, Усть-Цильмы, село Выльгард, из Емвы, Воркуты, Висенги и даже университет из Якутска. 2 представителя у нас из Якутии.
Сосногорск еще не сказала. С нашей стороны 32. Однако активных преподавателей только 6, к сожалению. Хотелось бы, чтобы большее количество принимали участие, потому что постоянно требуются партнеры для новых и новых проектов. Проекты есть уже запущенные, текущие, к которым можно присоединиться. Также можно предлагать свои идеи для проектов сотрудничества. Вернер всегда рад, всегда идет навстречу вашим идеям. Пожалуйста, предлагайте, еще не поздно, у нас еще есть время, чтобы это все осуществлять. Со стороны Вьетнама у нас 19 учителей принимают участие. Со стороны Таиланда 25. И со стороны Норвегии 13 человек, 13 преподавателей принимают участие в проекте. И на данный момент есть запрос на партнерство, на сотрудничество со стороны Вьетнамского университета. Они ищут друзей по переписке для своих детей, для школьников. Также и Анастасия Денисова из Визинги тоже хочет запустить свой проект с 5 классом, с учениками 5 класса, поснимать фильм, тоже связанный с культурой, со стилем жизни, с обучением. Ей нужны партнеры с вьетнамской, с тайваньской или с норвежской стороны. То есть то, что мы запланировали с самого начала, осуществляется вполне успешно. Программа стартовала в ноябре прошлого года, 2017, когда мы набрали участников, и всех наконец-то удалось зарегистрировать желающих. Там были у некоторых проблемы, но тем не менее мы с этим всем справились. И сейчас вот все в развитии у нас, все хорошим темпом движется. Вернер сам приезжает и проводит лично, очно проводит семинары. Например, в марте он ездил во Вьетнам, в университет, и работал там с преподавателями, с учителями, и также ходил по школам, чтобы поделиться потом своим опытом. Позже, этой весной, он планирует также визит в Таиланд. К нам визит он планировал изначально в апреле, но теперь мы перенесли этот визит на сентябрь. То есть в сентябре он планирует, наверное, начиная со 2-й недели сентября предварительно, он планирует посетить Сыктывкар. И здесь он в Криро, на базе Криро, будет читать лекции и семинары по проекту межкультурной коммуникации. То есть у него есть 32 часа лекций, которые он готов прочитать, а также он готов встречаться с учителями для обсуждения вот этого проекта, для ведения, оказывать помощь. Также он хотел бы посетить школы, посмотреть, каким образом осуществляется обучение в наших школах, организовать, возможно, видеоконференцию из школ прямо с уроков для того, чтобы учителя в Таиланде и во Вьетнаме и в Норвегии могли посмотреть вживую, как происходит обучение, и увидеть специфику, и потом все это обсудить. Он хочет поездить в эти 3 недели, в которые он будет здесь. Он бы хотел поездить по школам в других городах в Республике Коми. Особенно ему интересны те школы, которые принимают активное участие. А это у нас Ухта, это у нас Ухта, Выльгард и Визинга, и Устцильма. 3-я школа в Ухте. Под руководством Жанеты Мальгиной проходит проект «Технический лицей в Ухте» с Маргаритой Фроловой и Викторией Евлоевой.
школу номер 2 в Выльгороде под руководством Анисимовой Татьяны, в Визинге, средняя школа в Визинге под руководством Анастасии Денисовой проходит проект, и Анастасия Пичугова активно участвует в проекте из Усть-Цильмы. Вот эти 6 школ являются самыми передовыми участниками проекта. Поэтому, конечно, Вернер в своем приезде будет заинтересован в посещении именно этих учебных заведений. Если вы еще не успели запустить свой проект сотрудничества, с кем-то скооперироваться из школ участников, это еще можно все сделать, успеть до этого времени. И провести какие-то, отснять фильмы, или провести обсуждение, или отснять интервью. Это все можно еще успеть сделать до летнего времени, пока все разойдутся на каникулы, чтобы в сентябре мы могли поделиться опытом, когда он приедет, и поучаствовать в семинарах. Далее. Проекты, которые на данный момент завершены, это 3 проекта. Проект «Наша жизнь» для 5 класса и проект «Наша жизнь» для старшеклассников. Проект «Наша жизнь» ставит перед собой цель не просто отснять интересное видео и поделиться им с культурной точки зрения, с точки зрения обучения языку. Этот проект предполагает, что ученики составляют диалоги, составляют вопросы для студентов из другой страны, для учащихся из другой страны. И, соответственно, эти диалоги в процессе составления и представления, они запоминают, выучивают новый вокабуляр, они узнают для себя какие-то разговорные клише, идиоматические фразы, необходимые для проведения беседы. Ну и, естественно, познают тем самым другую культуру, когда получают ответы на свои вопросы. Это один проект такой для 5 класса, второй такой проект у нас действует для учащихся старших классов. И следующий проект – это проект интервью. Проект называется A Weekly Surprise. Проект также предусмотрен для учащихся младших и средних классов. В процессе осуществления этого проекта обнаружилось, что учащиеся младших классов не обладают достаточной свободой речи на английском. Я думаю, что это было удивительным моментом в основном для норвежской стороны, так как для них английский все-таки настолько естественная часть их повседневной жизни, с телевидением на английском, которые дети смотрят так же, как и взрослые, с количеством туристов, которые приезжают и разговаривают на английском. Все-таки это Скандинавия, где английский знает практически каждый с малых лет, и любая уборщица говорит на английском. Поэтому для них явилось удивление, был удивительный момент, что в России, в Таиланде, во Вьетнаме учащиеся младших классов не владеют языком настолько хорошо, чтобы осуществлять общение. И поэтому вот этот проект Weekly Surprise пришлось сократить из большого фильма, который планировался, до одной видеосессии. Буквально 10-15 минут времени от урока. Данный проект предполагает, что учитель создает
видео некое или презентацию в PowerPoint, в которой класс себя представляет, они рассказывают про себя, они могут показать школу, свой класс, рассказать про процесс обучения. И за этим, конечно же, следует обсуждение, естественно, учителями, что из этого получилось, какие выводы мы можем сделать, какие различия мы увидели. Также учащиеся в рамках вот этого проекта могут задавать некие задания для учащихся в школах других стран. И те учащиеся эти задания могут выполнять также в режиме онлайн. Точно так же учитель снимает видео, на котором заснято, как учащиеся выполняют эти задания. И это видео отсылается, соответственно, в стране партнеру, в школе партнеру. Я надеюсь, что все те, кто активно задействован в проекте, находят это супер интересным. И спасибо вам за активное участие. Те, кто участвует пока пассивно, я надеюсь, что вы отслеживаете все изменения, смотрите те проекты, которые публикуются на сайте, на форуме, что вы читаете новости. И в сентябре вы готовы будете к нам присоединиться на лекции и семинары, которые Вернер Бигель будет проводить очно здесь на базе Крило. И я надеюсь, что, возможно, до этого времени активных участников еще прибавится, чтобы у нас было больше примеров для обсуждения в сентябре. Так что мы ждем вас здесь в сентябре. Пожалуйста, приезжайте, участвуйте, предлагайте свои идеи. Пока Вернер здесь, точно так же можно что-то предложить ему посмотреть, то, что вы считаете интересным в вашем городе, в вашей школе. Ему все это очень полезно, он собирает эту информацию, чтобы потом это все аккумулировать и представить какие-то идеи для дальнейшего сотрудничества, потому что планов и идей у него тоже очень много. Этот проект, если сейчас у нас осуществится успешное, вот эти все проекты пройдут успешно, то мы сможем подавать заявку на финансирование поездок учителей в страны-партнеры этого проекта, для того, чтобы очно ходить тоже в школы, смотреть, делиться опытом, получать впечатления, вести эти впечатления обратно к нам в страну и делиться ими здесь. То есть вот эти вот поездки, межкультурные общения, они тоже запланированы. И я надеюсь, что если все будет проходить удачно, мы получим дальше грант на эти поездки. И те, кто активно участвует, смогут не только в своих школах и не только в режиме онлайн поучаствовать, а и лично поехать во Вьетнам, в Таиланд, в Норвегию, чтобы там продолжить свое сотрудничество. Спасибо за внимание.